Had no need to fight tonight. Всем привет! И добро пожаловать на мой канал Jumpkin Donuts. Сегодня у меня наконец-то хэллоуиновское видео, которое я давно хотела. И тем более я вообще искала много идей, кем я буду. Тем более мы с девочками собираемся 31 октября куда-то, и мы все думаем, кем мы будем, мы даже костюм еще не нашли. Но меня самое главное волновало это мейкап, что я могу дома сделать. Я уже посмотрела несколько вариантов, спасибо Pinterest, в Pinterest столько идей. Там мне очень-очень понравился именно чеширский кот. Там есть разные версии чеширского кота, но самое интересное это было вот это. И там даже девочка так красиво сделала именно розовыми цветами, так что я тоже решила попробовать розовый цвет, потому что, чеширский кот с Алисой в «Стране чудес», он розовый, получается, кот. Так что, почему бы нет, я тоже розовая. Я не репетировала, это все идет первый раз, вы посмотрите, сколько раз у меня будет ошибок. Да, так что, если вам интересно, как я стала чеширским котом, оставайтесь со мной, давайте приступим. Ну что ж, я готова. Наверное, начну я с бровей. Брови буду делать чуть-чуть потолще и чуть более такие intense. Для бровей буду использовать Anastasia Beverly Hills Pomade. Цвет chocolate, шоколадный цвет. Я хотела переходить уже на soft brown, который чуть-чуть светлее, чем этот цвет, но думаю... Так, мы сделали брови Брежнева. Дальше поехали. Короче, беру консилер Born This Way, цвет называется Light Medium. И, короче, буду наносить его под глазами и вообще на веки тоже как праймер. Когда я осветляю консилером, мне кажется, всегда она смотрится более аккуратнее. Так что я люблю использовать консилер под глазами, под бровями. Консилер на веки наношу чисто из-за того, что там есть пигмент, и оно мне даст один цвет, что все тени будут казаться намного светлее, когда буду наносить. Итак, сегодня буду использовать палетку от Elf, которая называется Matte for Matte. Очень красивые матовые цвета, всего лишь $10 стоит. И вообще, не знаю, мне очень нравится. Первый цвет я буду наносить, наверное, вот этот такой baby pink, светло-розовый цвет. По всему веку, но в основном там, где складки века. Следующий шаг — это кирпичный цвет теней. Наношу пушистой кисточкой на складку века, чтобы определить там, где подвижное веко, и там, где складка века. Это будет такой, как карта для нас. Дальше беру палеточку Make Up Forever, называется Artist Shadow. И у меня такой очень красивый цвет, еще с прошлого года у меня есть. Я буду брать этот розовый цвет. В принципе, чтобы она достаточно розовая, чтобы она еще розовее была. Я, наверное, чуть-чуть побрызгаю для кисточки немножечко спрей. И потом уже буду наносить. Короче, этот цвет будем наносить на внутренний угол в основном и на движущее веко. Прямой плоской кисточкой выделяю подвижное веко. Дальше я беру фиолетовые тени и наношу на внешний угол. Примерно рисую как стрелку, но в основном подчеркиваю внешний угол. Теперь дальше берем уже, наверное, темно-фиолетовый, который будет уже на внешнем углу. После того, как все нанесли, пушистой кисточкой хорошенько рассушевываю немножечко вверх, чтобы сливалось хорошо. Дальше беру ярко-розовый цвет обратно, наношу на внутренний угол. Теперь беру жидкую подводку и наношу стрелочку, это нам понадобится, потом еще будем рисовать в внутреннем углу, такой кошачий, можно сказать, подводочку, вы еще видите. Так, если вы пытаетесь сделать тоже такую же линию, не знаю, у меня глаза слезятся ужасно, еле как начертила, потом поправлю. Я сразу надену уже, наверное, ресницы. Ресницы у меня от Huda Beauty, ох, опять слезится, о, начинается. В общем, для ресниц я буду использовать Huda Beauty Scarlet. Так, я хочу добавить немножко темного цвета на внешний угол, а то такое чувство, что я похожа на азиатскую кошку. В общем, кошка с азиатскими глазами. Я беру темный цвет, опять же, темный фиолетовый цвет, и нанесу на внешний угол.
Так, я быстренько утираю все, что у меня тут накопилось после этих теней. Вот здесь еще. Сейчас смотрится странно, но не беспокойтесь. Все соберется, все нормально будет. Следующий это будет праймер. Для праймера я, наверное, возьму J1 Pack. Обожаю этот праймер. Это, по идее, можно использовать его как праймер. Можно еще использовать как ночной крем. Очень хороший. Для тоналки буду использовать Hourglass. Это цвет у меня называется Ivory. Не знаю, в последнее время я просто обожаю эту тоналку. Это можно нанести как консилер и как тоналку. Так, дальше я буду делать типа контуринг. Это буду использовать LA Girl Pro Conceal. Я недавно купила, мне очень-очень нравится. Дальше я буду закреплять пудрой бесцветной, translucent, называется Pony Effect Blurring Powder. Короче, я совсем увлеклась и забыла, что мне нужно сюда наносить белое, и нанесла общую. Короче, я обратно вытерла именно внутренний угол. Теперь будем белой подводкой наносить туда белый цвет. Получается, надеюсь, мне что-то осталось тут. Теперь сверху я буду наносить белые тени, это Marc Jacobs тени. Я не смогла на камеру это начертить, но что я сделала? Я потянула вот это, начала рисовать примерно так. Ох, я умру сейчас. Я сейчас сдохну, отвечаю. В общем, но зато интересно. Дальше идет, я буду подводить подводку уже гелевой подводкой, где у меня маленькая кисточка. Вы бы видели мой стол. Такой бардак. There you go. Так, здесь уже будем немножечко добавлять контраста под глазами. Да, делать чуть-чуть чернее. Это примерно сюда. Пока я не забыла, я хочу быстро нанести хайлайтер. У меня Make Up Forever новый хайлайтер, который, смотрите, какая красивая. Правда, это для светлой кожи, но хоть и я более такой желтой, оливковой цвет, как бы тона кожи, я не знаю, почему-то я люблю наносить такие розовые цвета. Тем более для этого, мне кажется, самое то. Так что давайте использовать. Make Up Forever палетку можно использовать как тени, как, можно сказать, как румяна. Так что буду тот же розовый цвет, тот же розовый цвет наносить как румяна. Чуть-чуть. Улыбаемся и машем. Идем дальше. Это уже будет носик. Для носика буду использовать, надеюсь, буду использовать гелевую подводку, иначе буду использовать жидкую подводку. Короче, нужно наносить сердечком, как вы знаете, нос кошки сердечком. Так что смотрим. Так, теперь время для фейковых зубов кошки. Я беру Maybelline гелевую подводку и будем рисовать сейчас. Итак, от угла моих губ рисую, получается, линию с двух сторон. Потом сверху рисую, можно сказать, как сердечко, но получается новые губы только карандашом, либо же можете использовать, как я, гелевую подводку.
получается как большие усы. Ну, если так взять, это большие губы. Рисуем губы примерно так. Дальше я потихонечку рисую зубы. Зубы у меня треугольные, как видите. Я рисую просто треугольник, который смотрят вверх. А потом нам придется затемнить те места, которые не являются зубами, как вот здесь. Затемняем именно, делаем черными, выделяя белым цветом настоящие зубы. Так что желательно, чтобы зубы смотрели вверх, как будто настоящие зубы. Точно так же рисуем сверху. Дальше я беру, получается, белую краску и выделяю мои белые зубы. А дальше беру карандаш черный и черным карандашом выделяю, чтобы все хорошо смотрелось контрастно. А вот здесь нам понадобятся наши усики. Усики можно рисовать очень легко, мне кажется, даже ребенок может нарисовать лучше меня, но примерно так. Итак, я кофточку сняла, потому что я хочу накрасить здесь тоже. Беру такой пигмент и буду наносить это как хайлайтер. Я думаю, по крайней мере, если получится. Так, дальше я попробую покрасить. У меня тут краски. Краска такая примерно. Я буду сейчас делать, как в мультике, полоски. Итак, беру краску белую, у меня мел краска, можно сказать, body paint. Рисую вначале полоски пропорционально. И потом можно выбрать, с какой вы начнете, розовый или белый, но должно быть розовое, белое. Так что я буду наполнять вначале белым. Потом кисточкой хорошенько расшивать, чтобы было мягко смотрелось. А потом то, что у меня осталось через крашу, получается, розовой уже краской. И будет вуаля! Окей, ребята, примерно все. Теперь только нужно шляпу надеть. Шляпу нужно вот так. Ну что ж, ребята, примерно так. Спасибо огромное, что были со мной и посмотрели мой Halloween tutorial. Не моя идея, все из Pinterest, из Инстаграма, короче, это просто... Мне очень понравился этот лук, я думаю, я с удовольствием пошла бы куда-то примерно так. Как бы шляпа тоже подходит, немножко с розовеньким, и в то же время кошка. Просто в прошлом году я была типа кошкой, но я подумала, вот это лучше. Так что вот, ребята, спасибо огромное, что посмотрели, а мы увидимся с вами на следующем видео. Пока-пока!